На выходных 20-21 снежня адбыўся доўгачаканы паўнамаштабны самы сапраўдны байкэмп, не канферэнцыя, якую так доўга чакалі на тэрыторыі Беларусі. Тусоўкі з блогераў, праграмістаў ды крэатыўшчыкаў ужо даўно ездзяць па гасцінных чужынах і нарэшце ўдалося арганізаваць нешта дома. Байкэмп прайшоў на 3 ура, пра гэта кажуць госці, арганізатары і рэзананс у беларускім інтэрнэце. Александр Градзюшка, куратар спецыяльнасці вэб-журналістыка Інстытуту журналістыкі БДУ, зрабіў вельмі шмат. У першую чаргу ён прытуліў арганізаваны хаос байкэмпа ў сценах журфака. Мы считаем, что будущее за веб-журналистикой, будущее за новыми медиа, поэтому мы были заинтересованы именно в том, чтобы это мероприятие прошло здесь, на журфаке БГУ. Это люди, за которыми будущее, люди, которые сегодня во многом определяют инновации в медиасфере, к их мнению прислушиваются профессионалы, поэтому для нас тоже большая честь видеть здесь на журфаке такую молодую инициативную интернет-аудиторию. Хотелось бы пожелать, разумеется, байкэмпу удачи в работе. Ждем еще раз. Сколько человек зарегистрировалось? 200 человек. Але так само, глядячи на то, не глядячи на списки, так само подходят все новые и новые люди, так само долучаются до нас. Думаю, что этот формат у нас доживется, и я буду вельми рада, когда доведуся, что хтось организовывает что-то в формате байкэмп Беларуси. Ну, як вам тут? Класна. Працую, свої сайти роблю для байнета тематичними. Вельми цікаво. Тому я тут як експерт. Просим вас на следующий раунд байкэмпа. Очень рад, что в Беларуси есть люди, которые делают тоже что-то новое и не одним тут банем живут. Я хочу в своем блоге осветить медицинские и, самое главное, около медицинские проблемы. Пришел послушать новых людей. На презентации CDMAC 34, презентации будущей за веб-журналистикой. Уже второй раз на баркэмпе. Ну и в Минске впервые решил не упустить возможность посмотреть. Мне понравилось, по-моему, все классно. Привітання. З України приїхало 5 людей. З Росії я поки що бачив одну людину, можливо, ще хтось є. Ось, до речі, ще одна учасниця з України. Як тобі тут подобається? Дуже класна атмосфера. Взагалі, я вважаю, що треба бувати на таких подіях, треба приїжджати на баркемпи різних країнах. Чому ви тут? Чесно вам сказати? Мы не можем сдать зачет по физкультуре. Вот у нас появилось свободное время, мы встретили знакомых, они нам сказали, что здесь очень круто. Было шмат таких прышпільных сітуацый, калі МТС на аўтобусе прывезла нам торгующие проекторы, тэхніку, свае вось гэтыя расцяжкі. Просто нам у кватэру, у выніку там усё было завалена. Таксама набыць усякія печенькі, сахары. Там. І просто справа ў тым, што занадта шмат дробязей, калі ты арганізоўваеш такі фармат. У нас у кватэры тусавалася 10 чалавек 20. Самы страшны шухер быў сёння з раніцы. У нас было літаральна 1,5 гадзіны. Мы сюды прыйшлі, і трэба было гэта ўсё развернуць, але як бачыш, усё нормально атрымалася. Нават ёсць печенька і бойлеры. Народ пакуль што ні на што не скардзіцца, кроме того, что нема интернет. Але нема интернета у нас из-за того, что одна контора, не будем ее называть, она нас крыху подвела. Вогуле вось баркэмп — это постоянный форс-мажор. Возьмите ще раз за такое. Безумовно, ведаеце, я насамрэч не чакала такого резонансу. Я просто в шоку, насамрэч, мне вельмі прыемна тое, што і людзі кажуць, што клёва. Порезали 200 метров шнурков из гэтых для бэжиков. З якої гадзіни тут зараз? 10 з 7:30. Як цяжка тут дапамагаць? Што робіць? Пакуль вось контролируем процесс чаю и кавы. Меня зовут Илья Шпаньков, я являюсь представителем опера по России, менеджер по развитию такой должности. Ну как вам нравится тут? Очень нравится, то есть очень активная аудитория, очень ребята технически подкованные. То есть видно, что большое будущее у белорусских айтишников. Использовать эти клавиши для зума или для Access Keys? Много людей пользуются gestures. Не, это Application Programming Interface. API. Я думаю, что наступный раз мы будем робить обовязково, и будем робить это значно больше дзён, ну, будем на вітрині, скажем.